Дорогой к счастливой жизни. 26 лет прошло со дня принятия Верховным Советом РСФСР закона о реабилитации репрессированных народов. В 1991 году его подписал первый президент России Борис Ельцин. Важное историческое значение закона состоит в том, что он осудил репрессивную политику, практиковавшуюся на государственном уровне по отношению к целым народам. Его принятие стало важным политическим шагом, положившим начало восстановлению исторической справедливости в отношении всех депортированных народов. После оглашения указа старики поздравляли друг друга и сообщали радостную весть. Силу принятия этого закона, то, что мы сумели сделать свою республику, мы же видим, что мы самостоятельно. Сегодня в мире что творится? 20 миллионов, 30 миллионов народу ходят без какой-то государственности. У нас свое государство, свой гимн, своя республика. Мы хозяева своей жизни, получается. Я думаю, у нас именно вот силу вот этого закона стало возможным то, что мы имеем свою республику, то, что мы самостоятельный народ, то, что мы являемся равноценным субъектом в созвездии, называемой Российская Федерация. Данный закон – это акт справедливости, акт торжества справедливости, акт гуманности. И мы сегодня отдаем, дань уважения к тем людям, которые готовили этот законопроект, тем депутатам, которые приняли этот закон. И спасибо им всем за это. Принятый закон для 13 репрессированных народов не просто документ, а акт справедливости. Представители ингушской общественности высказывают свое мнение о значении этого исторического события. Главная заслуга народа в том, что он пережил эту трагедию достойно, чтобы был такой стержень в народе, непоколебимый, не сломленный, который помог сохранить свою идентичность, традиции, обычаи, свое лицо. И благодаря этому, может быть, если бы вот этого не случилось, то некого было бы реабилитировать. Этот закон был судьбоносным, очень долгожданным. И все 12 из 13 статей, 13 одна такая обобщающая, но все из 12 статей закона, конечно, дают нам очень большие возможности реализовать свои права полном, восстановить, точнее, свои права, конституционные права. Там касается и политической реабилитации, и культурной реабилитации, и территориальной реабилитации. В общем, по всем. И материальное восстановление ущерба, нанесенного народу, и в частности каждому индивиду. Это, конечно, впечатляло и вселяло большой оптимизм. Мы все помним, наше поколение помнит, какой был энтузиазм, какая была вера в то, что наконец-то закон принят, и наконец-то будет восстановлена справедливость в отношении всех народов. Ингуши живут на своей родине. У нас свой язык, своя письменность, свой флаг, гимн, а главное – родная своя республика Ингушетия. Хава Султыгова, Ирина Цичуева, Новости 24.